Сильные морозы в Башкортостане уже несколько дней, и это большая угроза для возникновения пожаров. Жители республики пытаются согреться, но не всегда соблюдают меры безопасности. Поговорим об этом прямо сейчас в программе «Интервью» в эфире главного телеканала республики. Сегодня с нами заместитель главного государственного инспектора по пожарной безопасности Республики Башкортостан Владимир Горин. Владимир Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. С начала года что нам говорит статистика, где чаще всего происходят пожары и по каким причинам? С начала года в республике зарегистрировано 943 пожара, при которых погибло 51 человек. К сожалению, двое из них маленькие дети. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то рост гибели людей на одного человека и снижение на одного ребенка. Сухие цифры статистики, если мы сказали, да, что практически на уровне прошлого года, конечно же, не могут являться ни для жителей, ни для нас положительным результатом, так как мы наблюдаем значительное количество людей, погибших при пожарах. Если брать на 10 тысяч населения, то эта цифра не совсем хорошая. Поэтому цель основная – это добиться, конечно же, снижения пожаров. Основными объектами пожаров по-прежнему остаются жилые дома и надворные постройки граждан. А основные причины пожаров – это три причины. Неосторожное обращение с огнем, по данной причине 30% пожаров происходит. Нарушение правил эксплуатации электрооборудования или нарушение правил монтажа электрооборудования и нарушение правил эксплуатации монтажа отопительных печей. Вот это три основные причины, которые составляют порядка 90% пожаров. А если говорить о социальном статусе погибшими, то, к сожалению, в первую очередь гибнут люди социально незащищенные. Это пенсионеры, это порядка 23 человек погибших пенсионеров, что составляет 30%, порядка 40% погибших. Это безработное население. И, к сожалению, здесь нужно сразу сказать, что зачастую злоупотребляющие алкоголем. А при алкогольном опьянении у нас погибло тоже более 45% из всех погибших, из 51, более 45% погибли в состоянии алкогольного опьянения. И инвалиды. То есть наиболее несоциально защищенные слои населения, к сожалению, подвержены угрозе возникновения пожара, и в силу тех или иных обстоятельств при неумении действовать при пожаре или невозможности действовать, к сожалению, они погибают. Если говорить о том, что в Башкортостане у нас несколько дней уже установилась погода там, до минус 30, а где-то местами до минус 50, вот нам телезрители присылали фотоподтверждения, да? Здесь где кроется ошибка и вот ваши рекомендации, как не допустить огня в доме? Ну да, действительно, низкие температуры – это всегда наибольший риск возникновения пожара, так как, во-первых, создается угроза возникновения пожара от печного отопления. Как я сказал, в эти дни значительный рост мы наблюдаем именно по печному отоплению. Как правило, печное отопление – это дома, где отсутствует газовое отопление, печи несколько лет, может быть, да, или сколько-то там во времени не обслуживаются, находятся в неисправном состоянии, а соответственно их эксплуатация опасна. Но так как наступили холода, люди начинают их топить, происходит перенакал печей, так как отсутствует элементарная разделка на кровле, на потолочном перекрытии, где дымоход проходит, происходит возгорание. Зачастую это просто падают дрова, где отсутствует элементарный подтопочный лист около печи. Ну и следующее, это, конечно же, электрооборудование. Люди начинают включать электрообогреватели, чтобы согреться, где недостаточно этого тепла. И, к сожалению, зачастую это самодельные электрообогреватели кустарного производства. От них наибольшее количество пожаров также регистрируется, если это не заводского изготовления. И перегрузка самой электросети, которая, к сожалению, в наших жилых домах, во многих жилых домах, особенно в частных, в сельских населенных пунктах, к сожалению, устарела. И граждане не обращают должного внимания на то, что нужно провести какую-то ревизию, вызвать специалиста, чтобы выполнить элементарные какие-то требования, заизолировать, может быть, какие-то только ведущие части. Происходит короткое замыкание, перегрузка электросетей, а если, соответственно, нет плавких предохранителей заводского изготовления, то, соответственно, и последующие возгорания. Если говорим про перекал печей, как понять, вот что уже вот-вот настанет этот момент перекала печей, и как его не допустить? Ну, во-первых, нужно знать, что перед зимним периодом, да, как говорят, готовь сани летом, да, то каждую печь нужно провести ее
ремонт, ревизию. Во-первых, замазать все трещины, да, имеющиеся в печи. Как я уже сказал, прибить подтопочный лист перед дверцей. Исключить какие-то неисправности задвижек у дверцы, да, ну и самое главное, очистить дымоход от сажи и посмотреть, где же у меня проходит труба, то есть если через потолочное перекрытие, не соприкасается ли она напрямую с горючими материалами, которые легко при ее нагреве могут возгореться, как это правило происходит, и соответственно пожар возникает у нас на чердаке, в потолочном перекрытии. И почему люди гибнут? Потому что уже позднее обнаружение пожара, так как огонь сначала уже развитие свое получил на верхних где-то этажах, только после в дыму, к сожалению, задыхаются и обнаруживается данный пожар. Поэтому прежде всего это своевременный ремонт и уход за печным отоплением, ну как и за каждым оборудованием нужен свой уход. Насколько безопасно АГВ? АГВ, если говорить о АГВ, то здесь мы уже говорим о специальном, так скажем, специальной установке, да, газовой установке, которая, во-первых, самое главное, имеет свою автоматику. Во-вторых, как раз данные приборы, да, так скажем, и газ в целом, газопровод, вы знаете, у кого есть АГВ, да и в домах у кого есть газ, они обслуживаются специальными службами. Как минимум раз в 3 месяца приходят, обслуживают эти приборы, проверяют систему автоматики, проверяют, нет ли утечек газа. И, соответственно, минимальное количество пожаров происходит по данной причине, однако здесь есть угроза возникновения получения ожогов, это неправильное, опять же, использование АГВ, либо зачастую люди просто ломают автоматику, и, соответственно, здесь может, конечно же, произойти накопление газа, если автоматика не сработала. Ну и произойти возможен, конечно же, вспышка газа, взрыв и так далее при его розжиге. Там, и люди зачастую получают ожоги. Напомните, пожалуйста, правила эксплуатации. АГВ? Да. Ну, АГВ прежде всего должны устанавливаться, опять же, я говорю, они сертифицированы, да, они устанавливаются при наличии специальной формы, которая у газсервиса. Они заключается договор, так ведь? И прежде всего правила эксплуатации очень просты. Нужно следовать всем инструкциям. И если есть как автоматика, которую, опять же, обучают, газовики приходят, я знаю, что и в сельских населенных пунктах приходят, обучают, как правильно вести себя в той или иной ситуации. Если потух газ, если задуло газ, вплоть до того, что проверяются же даже системы вытяжки, системы вентиляции при АГВ. Поэтому, соблюдая вот эти элементарные требования и правила, сложности никакой нет, чтобы не допустить пожара от АГВ. Владимир Николаевич, что говорит статистика по пожарам в многоквартирных домах? Много ли их там и отдельно по социальным объектам? Ну, вы знаете, пожары в многоквартирных жилых домах, во-первых, они несут большую угрозу. Конечно же, это то, что массовое скопление людей. Так ведь у нас и при любом пожаре в одной из квартир там, или где-то в подъезде возникает угроза, соответственно, на выше лежащих этажах и вообще находящихся в этом подъезде, в доме другим людям. Поэтому здесь прежде всего наибольшее количество пожаров приходится на сельскую местность. Но, однако, 20% порядка происходит и в многоквартирных жилых домах, действительно, в квартирах. Как правило, причинами данных пожаров является электрооборудование, в первую очередь, и второе, неосторожное обращение с огнем. Опять же, зачастую в нетрезвом состоянии. И вот из, так скажем, я не знаю, как их назвать, нерадивых людей, которые в нетрезвом состоянии покурили, могут пострадать, конечно же, множество. И вы слышали случаи по России, когда действительно была угроза массовой гибели людей. Благодаря действиям пожарной охраны данные пожары ликвидировались своевременно, но прежде всего человек здесь должен знать, как правильно вести себя при пожаре. То есть ни в коем случае не нужно паниковать, ни в коем случае не нужно открывать и доступ кислорода, чтобы выбегать в дым, если вы уже видите, что в подъезде задымление. Конечно же, необходимо в первую очередь сообщить в пожарную охрану всеми имеющимися способами. Если это непосредственно у вас в квартире возник пожар, при наличии возможности попытаться потушить огонь, это при наличии первичных средств пожаротушения, возможно, огнетушители есть,
либо если это загорелся какой-то электроприбор, там, ну, имеется в виду телевизор, да, там, или что-то, плотной тканью можно накрыть, но не забываем, что и огнетушащим веществом является, конечно же, вода, но при этом не стоит забывать, что прежде чем тушить какой-то электроприбор водой, нужно убедиться, действительно ли она обесточена от электрооборудования, иначе можно погибнуть как не от огня, а от удара током. Если это невозможно, то, конечно же, эвакуироваться в первую очередь в безопасную зону. Если уже задымление сильно, мы знаем сейчас, какие у нас отделочные материалы. Достаточно 1-2 вдохов, и, к сожалению, человек может погибнуть. Поэтому лучше тогда уже выйти на балкон, закрыть все двери, доступ кислорода, чтобы огонь не развивался, и кричать, звать о помощи, чтобы вызвали пожарных. И поверьте, в любом случае к вам спасатели придут на помощь и окажут первую необходимую помощь по спасению вас, там, с вышележащих и так далее этажей. По социальным объектам, если коротко, Владимир Николаевич. По социальным объектам. Ну, вы знаете, что социальные объекты сейчас находятся на особом контроле после той трагедии, которая произошла в жилом доме в Абзелиловском районе. У нас выявляются практически постоянно с органами прокуратуры, проходят проверки данных объектов, в том числе выявляются вот такие несанкционированные и принимаются все меры, как органами прокуратуры, соответственно, по решению судов, они закрываются и приводятся в соответствии со своим статусом. Все социальные объекты, которые государственные, нами также обследованы совместно с прокуратурой. В качестве специалистов наши сотрудники выходили. Всем даны необходимые рекомендации, где при необходимости были выданы соответствующие предписания, предложения, предостережения. Поэтому социальные объекты на сегодняшний день, могу сказать, что находятся под контролем, и практически каждый день проводится мониторинг выполнения всех нарушений, если они имеются, требований пожарной безопасности. И еще один короткий вопрос. Ваши рекомендации автомобилистам: бывают случаи возгорания во время сильных морозов машин прямо на парковке, на стоянке, да? Вот как не допустить вот такого ЧП? Ну, прежде всего, вот здесь нужно сказать, что каждый автомобилист должен знать особенности эксплуатации своего автомобиля. И прежде чем, покупая какие-то там подогревающие коврики, неизвестно к чему их и как подключая, да, многие там с балконов что-то протягивают, вплоть до того розетки, оставляют на ночь. Ну, конечно же, это опасно. Необходимо помнить прежде всего, что в автомобиле является источником повышенной опасности не только на дороге, но и когда он стоит действительно при возникновении пожара. Это легко воспламеняющиеся жидкости, которые окружают, да, как правило, двигатели автомобиля в округе практически. Но, к сожалению, кто это делает, не соблюдая этого, вот и происходят такие возгорания. То есть, опять же, применение каких-то несанкционированных, не без паспорта, не прочитав какие-то вещи, которые не имеют соответствующего сертификата, конечно же, произойдет возгорание. Поэтому используйте сертифицированные приборы, в том числе и для обогрева, если они предусмотрены, рекомендованы, в том числе российскими стандартами. Спасибо большое за исчерпывающие рекомендации. Надеемся, что телезрители нашего телеканала обязательно ими воспользуются. Спасибо. Спасибо. Сегодня гостем программы «Интервью» в эфире главного телеканала республики был заместитель главного государственного инспектора по пожарной безопасности по Республике Башкортостан Владимир Горин. Берегите себя, смотрите БСТ, не переключайтесь.